Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так. Ну, давай пишите теперь. Видно меня? Видно ли меня? Слышно ли меня? Так, приветствую всех здравомыслящих. Здравия, говорит Елена Орлова. Привет, Елена. Салам алейкум, хауми телефон, чухаусар хоя, мудушу, видно и слышно, чино. Алейкум салам, ичкериле. Ночью 707. Зачем поставил флаг кефиров? Началось. Ассаламу алейкум, Аса, я тебя вижу, просто Магомадов. Алейкум салам, просто Магомадов. Так. Чино, почему пользуешься интернетом кафиров? Ну, это мелочи. Чино, не обращай на так, ты такими вопросами людей загоняешь в угол. Нет, так нельзя. Так, на самом деле эти флаги для нас мало пользу принесут и несут. Ну, я бы так не сказал, Кранберис, да, я бы так не сказал. Мало пользы, может быть, они принесли недостаточно нам пользы, но можно со всей уверенностью заявить, что эти флаги нам принесут пользу, если мы, например, вступим вот в организацию под названием НАТО. Так, Максик, привет, Аслан, привет, Максик, СБУ Украина, хелло, привет, СБУ Украина. Так, персон Нонград, Аслан Бартбак, Амел Дила. Я всегда только такой диалоги веду, монолог. Так, так. Ассаламу алейкум, Аслам, Ашволь, YouTube канал, ва алейкум салам, YouTube канал. Ичкерия Лайв, делитесь видео и подписывайтесь на реалити. Так, Анзорино, Лужков гнида живой еще? Да, живой и здравствует. Так, Хасан Исраилов, Джахар не носил бороду, однако равных ему нет. Наш красавчик, мужественный, благородный, гордость нашего Кавказа, Елена Орлова. Елена, вы, наверное, про Джахара. Так, делитесь видео и подписывайтесь, говорит Ичкерия Лайф. Так, Леди 1974, Маш Уолл Асламбей, Дал Диканс, Духва Уолл Хатрун. Машал Хилл, Леди, Дерес Уолл. Просто Магомадов, давайте сами попробуем пользу принести хотя бы себе, хотя бы для начала. Нисбах. Анзолино, НАТО серьезная организация. Да, НАТО это единственная организация, которую боятся гибнюки и игрушники. Ну, они все для меня гибнюки. Так. Давайте я чуть-чуть перелистаю. Салам алейкум, Ичкери Кенты, говорит Аслан Керимов. Алейкум салам. Так, Чинилин представляет. Салам, кто из российских политиков ваши союзники? Салам Чинилин представляет. Салам. Ну, российских политиков я знаю немного, которые могут быть
честными, объективными и настоящими демократами. Не те, которые там оказались не у кормушки, вроде Ходорковского или Лужкова, и которые во время геноцида и убийства своих же граждан в Москве, Волгодонске и в Буйнакске ничего не возражали по этому поводу, очень даже устраивала их путинская власть, так как они все являются гибнюками. Как я вчера смотрел интервью Ахмеда Закаева каналу «Сотник», и там Ахмед Закаев очень точно сказал, что теперь они абсолютной властью наделены, захватили власть в России. И это ничего хорошего для русских и россиян, для России не предвещает. А как таковых у меня, например, российских политиков в союзниках я не вижу никого, по крайней мере. Есть некоторые лица, которые, как сказал опять же Ахмед Закаев, уже как бы пытаются сделать их такими, маргиналами, маргинализировать, да, наверное, так это будет правильно. И есть люди, в основном, да, пытаются как-то не затрагивать тему, потому что все замараны в чеченской крови, все. Тот же Ходорковский, который не успел Вторую войну русско-чеченскую принять участие и нагреть на этом руки, сейчас как бы такой весь пострадавший, но при всем при этом, как и положено гибнюку, да, надо понимать, в России нельзя стать миллиардером или каким-нибудь очень богатым человеком, если ты не сотрудничаешь или ты не являешься частью этой системы, КГБшной системы, ГРУшной, КГБшной. Ходорковский в Первую войну очень неплохо занимался обогащением, опять же, на чеченской крови. Потом, да, еще помните, Руслан Аушев сказал, что войну в Чечне начали для того, чтобы во время приватизации захватить все имущество РСФСР, которое было. Так вот, это тоже является, да, если ты непосредственно на чеченцах не зарабатываешь, да, на чеченской крови, на трупах чеченских, там, на горе, на освобождении захваченных там русскими оккупантами чеченцев, зарабатывало быдло, да, рядовой состав быдла. А Ходорковский, там, другие гибнюки, которые Ходорковский мы все прекрасно знаем, что был комсомольским вожаком, и этот Ходорковский приватизировал там добротную часть нефтяной отрасли в России. Конечно же, без сомнения, это он не сделал, он это без помощи Лубянки, да, без своих. Может, он является действующим офицером, может быть, он просто агент, Сиксот или там кто он там, да, завербованный. Но факт остается фактом. Этот человек преступник, этот человек соучастник геноцида. Более того, он не только не раскаялся в своих преступлениях, а когда он вышел из тюрьмы и как бы бежал сюда, когда его Вова Путин помиловал или там разрешил выйти, да, он как только выехал за границу, и в этом нет сомнения, что ему разрешили, и он продолжил свою деятельность, он сразу сказал, что он лично взял бы в руки оружие и пошел бы убивать чеченцев, кавказцев. Потому что эта земля завоевана русскими. И нет ни одной земли на земле, которая когда-то не была кем-то завоевана. И вот теперь она завоевана, и она по праву принадлежит им, русским. Но если Ходорковскому принадлежит, я тогда задал резонный вопрос, у меня есть пару видео на моем канале про Ходорковского. Если наша исконная, тысячелетняя наша земля по праву за то, что какие-то бичи проливали свою вот эту ненужную, абсолютно не стоящую ни гроша кровь для своих же хозяев, то почему же ЮКОС, который у него отжал по праву сильного, да, по праву сильного завоевывает Чечню или там любую другую страну, по праву сильного, если Ходор, да, наверное, если увидит меня,
Ходор, если по праву сильного принадлежит наша Чечня, вашими бичами усеяна трупами, то почему же тогда ЮКОС по праву сильного не принадлежит Путину? Зачем ты судишься где-то в лондонском суде или где ты там судишься, пытаешься вернуть, отсудить там и так далее? Оставь Вове, раз он захватил, он же сильнее тебя оказался. А ты лузер, ты лох, у тебя ничего нет, ты сел, да? Поэтому Ходорковский это фашист, имперец. Имперец это равно фашист, потому что это воинственный нацизм. И Ходорковский является как пособником геноцида в Чеченской республике Ичкерия, так и фашистом. Далее у нас идет другой, да, сейчас раз мы затронули эту тему, я быстренько обсужу вот эту тему. Далее у нас идет Кох, Альфред Кох. Альфред Кох входил в правительство, был вице-премьером, по-моему, вице-премьером. Альфред Кох занимался уничтожением свободы слова, остатков свободы слова в России. Также Альфред Кох уничтожил свободу слова, НТВ, канал НТВ. Для чего и когда, помните, я, например, был уже взрослым человеком и прекрасно помню, как это все происходило. Когда Путин захватил власть, Ельцин, КГБшники там договорились, Ельцин также являлся КГБшником, Ельцин и его семья также являются пособниками и непосредственными исполнителями геноцида, как его дочери являются и другие лица, там их зятьки, там Акуловы, кто у них там еще были. А все их детки, которые сейчас в Европе тут респектабельные, уже такие уважаемые люди, якобы, эти люди живут на деньги, заработанные на приватизации, украденные у русских и на нашей крови. Это что оставил алкоголик Ельцин. Так вот, когда Путин захватил власть, мы все знаем, что власть была захвачена взрывами домов, да, первое то, что было. Когда задаешь русским такой вопрос, русские говорят, вот вы напали на Дагестан. Опять же, это тоже ложь, так как это было не нападение, а это была спасательная операция, которая проводилась на территории Дагестана, Чабанмахи и Карамахи, где русские сами на своей же территории, Дагестан это российская территория, где на своей территории позволили установить специальный режим, который не подчиняется российской власти. И в нужное время, когда уже все было готово, началась зачистка этого места. Там были люди, которые исповедовали ислам, которые установили шариатскую форму правления, и, конечно же, им попытались, им хотели запретить это. Басаев, рядовой гражданин на тот момент, позвал добровольцев и с добровольцами пошел в Дагестан. Когда он пошел в Дагестан, он на тот момент был рядовым, а Аслан Масхадов, действующий президент, законно избранный президент Чеченской республики Ичкерия, отмежевался от этой операции и сказал, что официальные власти в Чечне не имеют никакого отношения к этой спасательной операции. Так как официальные власти отказались от этого, для международного права, европейского сообщества, Америки, Соединенных Штатов Америки, было ясно, было недостаточно предъявлено доказательств, что чеченцы напали на Россию, что могло бы послужить поводом к войне, так называемому казусу белли. Далее, для того, чтобы все-таки найти этот повод к войне, был задействован план «Б», и были взорваны дома. Первый дом был взорван в Буйнакске, который проводит параллель между спасательной операцией Басаева в Дагестане, Буйнакск это Дагестан, два в Москве, чтобы столица взбудоражилась, и чуть-чуть она, столица самая главная, Москва самая главная, самый главный город в России. И вот в итоге пришлось потом Волгодонский, что не только Москву долбят, и в Рязани были задержаны. Почему поход Басаева в Дагестан не является казусом белли? Я об этом говорил и на своем канале, я об этом много писал, продолжаю говорить и буду говорить.
Потому что действующий или там в отставке, как он себя называет, офицер ФСБ Гиркин, террорист Гиркин по кличке Стрелков, также вошел в Крым, затем вошел на Донецк и Луганск, часть Донецка и Луганска, и попробовал захватить там большую еще территорию. И это также не является поводом к войне, потому что официальные власти России никак не признавали, что это они отправили Гиркина. Так, поэтому это не является казусом Белли. Именно поэтому были взорваны дома в Москве. Почему я это долго так рассказываю, вспоминая о Кохе? Я это рассказываю, потому что Альфред Кох напал, атаковал НТВ Владимира Гусинского, на тот период одно из самых объективных, да, которое оставалось еще. В России демократии никогда не было, но была гласность и какая-то свобода слова. И вот эта свобода слова проповедовалась, там, доносилась через свои СМИ именно Гусинским и каналом НТВ. И НТВ показал передачу про взрывы домов, независимое расследование с Николаем Николаевым. Была такая программа, передача, где было подробно рассказано, что ФСБ, которые были задержаны, два сотрудника ФСБ были задержаны в Рязани, когда они закладывали взрывчатку. И вот после этого у НТВ начались большие проблемы. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что Владимир Гусинский заслуживает уважения только лишь из-за того, что он, зная, что в России все просто перешугались от этого ужасного террористического акта против своих же граждан, и только Николай Николаев на НТВ, и я уверен, Владимир Гусинский, который и мог бы запретить эту передачу в принципе, и именно в этот день в частности, не запретили. И я выражаю и Николаю Николаеву, и Владимиру Гусинскому большое уважение. Именно из-за того, что, зная, что им это будет грозить, они донесли до людей правду. Более того, русские не поднялись. Русский генералитет, не хочу выражаться, просто очень сильно испугался и заткнулся. И в это время Борис Джордан, по-моему, Йордан, как-то его по имени я забыл, и вот этот Альфред Кох, это были два человека, которые атаковали НТВ, единственный островок свободы. И было всем понятно, за что атакуется НТВ. НТВ атаковали именно за эту передачу с Николаем Николаевым, независимое расследование. И Альфред Кох не мог не знать, за что он, когда все в России, особенно осведомленные люди, особенно высокопоставленные чиновники этой организации, прекрасно были осведомлены. Альфред Кох занялся и уничтожил свободу слова юридически, там, ну как и понятно, что через российские суды и так далее, там, может, были какие-то там зацепки, тоже юристы работали, наверное. И вот этот Альфред Кох также является соучастником геноцида в Чеченской Республике. Более того, в разгар геноцида, у меня на канале опять же есть это видео, Альфред Кох заявляет, что чеченцы не понимают языка, что у них, обычного языка, что только на языке силы надо с ними разговаривать. Более того, Альфред Кох, ехидно улыбаясь, когда идет уничтожение женщин, детей, стариков, агрессия против страны, сидит ехидно улыбается. Они, говорит, язык силы только понимают. И им этот язык понятен, говорит. И они на это даже не обижаются. Так вот, неуважаемый подонок, мерзавец Альфред Кох, мы не только обижаемся, мы будем всю нашу жизнь преследовать вот таких ублюдков, как ты, таких преступников, и будем наказывать. Конечно же, все в рамках закона. И ты не будешь респектабельным, уважаемым человеком. И призываю всех распространять, особенно на немецком языке. Этот преступник живет в Баварии, недалеко от Мюнхена, и строит дома,
у него там возникают проблемы, и я вот до немецких властей доношу, до всех немецкоязычных, которые должны перевести и распространить эту информацию. Альфред Кох является уничтожителем свободы слова в России, а также он является соучастником, пособником, подстрекателем геноцида в Чеченской Республике, так как он уничтожил свободу слова, которая, вот, канал НТВ, который помешал бы этому геноциду и говорили бы правду. Вот. Перейдем к третьему этому преступнику. Это Юрий Михайлович Лужков, да, это мэр, многолетний мэр Москвы, коррупционер, вор, бандит, преступник, который очень много дел совершил, который приехал на место взрывов домов в Москве в 1999 году и сказал: это чеченский терроризм. Нету ни расследования, нет ни задержанного ни одного человека, нету вообще ничего нет. Приезжает высокопоставленный человек, мэр столицы России, и заявляет, что это чеченский терроризм, что Чечня это там анклав терроризма, и все вот оттуда идет. При всем при этом мэр Лужков не мог не знать, что терроризм, теракты, которые проводились в его городе, где он являлся мэром, проводились в ФСБ. Так как была такая банда Лазовских, которая была уже, об этом пресса писала, и так далее, и так далее. Лужков также миллиардер, его жена, точнее, миллиардер, она очень успешная бизнес-леди, как он ее там называет, что она очень талантливая. Конечно, если у тебя муж сидит на миллиардных бюджетных деньгах, там миллиарда долларов, десятки миллиардов долларов, то, конечно, жене легко быть удачной бизнес-вумен. Я бы хотел, знаете, сегодняшнюю тему какое-то время обсудить по вот этим преступникам. По-моему, Лужков сейчас живет где-то в Австрии, по-моему, я точно не знаю, или в Швейцарии. Я бы хотел, чтобы вы, зрители, тоже писали здесь, в комментариях, да, во время прямого эфира, и после, когда будете просматривать, тоже пишите фамилии. Есть такой Истержемский, он тоже где-то там в Африку летает на сафари, там охотится. И другие преступники, которые здесь вложили деньги, на нашей крови заработаны, украденные у русского народа, и теперь они здесь припеваючи живут. Я бы хотел всячески посодействовать тому, чтобы эти люди не чувствовали себя так вольготно, и они не были бы уважаемыми и принимаемыми. Я бы вообще посоветовал молодым людям, чеченцам, которые есть, находить их адреса и обливать красной краской перед их двери или перед их домом, писать, что это на том языке, в стране, в которой они проживают, что это пособники путинской террористической банды, что деньги наворованные, это кровавые деньги. Вот такая вот история. Сейчас я буду читать ваши комментарии, и потом прошу всех писать комментарии, фамилии, где, в чем заподозрены вот этих преступников, которые живут в Европе. Которые как бы сейчас противники путинской этого режима, которые просто не поделили деньги. А у них это очень часто бывает, когда они там дележом занимаются. Так что давайте посмотрим, что вы мне тут пишете. Кстати говоря, про этого Альфреда Коха. Альфред Кох скрывается здесь, как бы он гонимый, преследуемый, да, человек, который, и он разыскивается по статье «Контрабанда». Контрабанда – это одна из статей, которым подведомственно ФСБ. И вот я делаю вывод, что этот мерзавец является именно агентом ФСБ, а не другой какой-нибудь банд организации, которая есть в России. Так, поехали дальше. Анзорину одного путинского дружка Дерипаску лишили гражданства на Кипре. Да, отличная новость, отличная. Их надо всех лишать гражданства. А еще у них там, да, есть такие, у некоторых из них есть еврейские корни, и они любят делать себе разные израильское гражданство, да, и туда вкладывают деньги и пытаются бежать. Есть в случае чего, как бы, такой запасной аэропорт.
Но я надеюсь, евреи тоже, израильтяне тоже знают, что они портили имидж евреев, они подставляли евреев. И тот же Гусинский, например, который НТВ завладел, его уничтожал тот же Кох, допустим. Хотя Кох немец, хотя он такой же немец, как, например, Соловьев еврей. Да, там, где-то там седьмая вода на киселе. Или как Владислав Сурков чеченец. Хотя у Владислава Суркова там напрямую отец, да, является там чеченцем. И такие же чеченцы, как Соловьев еврей. Так, поехали дальше. Хамзат Хамидов, Аслан Лужа живет в Калининграде. Мне кажется, нет, Хамзат. Он, по-моему, живет не в Калининграде. По-моему, нет. Я где-то читал, что, или видел видео, что нет. Так, Маждада, Пакистан никто не трогает, потому что экономика Пакистана дальше гор не выходит. У них с Индией трение. Ну да. Так, Ичкерия Лайв, делитесь видео и подписывайтесь на реалити. Как найти? А русские, в свою очередь, эти недра ограбили у других народов. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно, как найти. Так, благодарю. Так, подождите, благодарю за развернутый ответ, говорит. Чинилин представляет. Спасибо. Руслан Абудов. Ассаламу алейкум, Асан. Какой красивый флаг Ичкерии. Скажи, это подлинный флаг, потому что вариантов было много. Ва алейкум салам, Руслан. Да, это абсолютно подлинный флаг. Герб на флаге, вот этот волк и 9 звезд, это наш герб. На флаге его не бывает, на государственном флаге. Но для того, чтобы его узнавали, потому что нас узнавали по гербу, то некоторые делают так. Ну, настоящий флаг наш вот такой, который у меня за спиной. И я как-то был здесь, в Гамбурге, многотысячный митинг, такой марш был сирийцев, и я пошел туда вот с этим флагом, ну, с таким флагом, со своим, без герба имеется в виду. И иду, и ко мне некоторые подходят и говорят, а какой это флаг, чей-то флаг и так далее. И потом я встретил молодых чеченцев, которые здесь в Гамбурге, два молодых человека, у которых был герб на этом флаге. И мы разговорили, сидим вместе, и уже все узнают сирийцы, и там поднимают щищание там, и так далее, и так далее. Как бы узнают ичкерийский флаг, когда он с гербом. А так вот настоящий, вот зеленый, белый, красный, белый, и вот, ну вот зеленое полотно, две белые полосы и красная полоса. Так, как пусть не обижаются наши друзья-евреи, и евреи разные, но для таких евреев, как Ходор, им подобное выгодно сохранить Рашку, чтобы врагами народа были не они, которые дербанят, а другие нацмены. Да у них в еврейство, у них столько же, я как говорил только что, как Владислав Сурков. Так, Мухаммед Technology Innovation. Может, надо сайт создать, по примеру, украинского, забыл название, где все преступники будут и по возможности места их проживания. Мухаммед Technology Innovation. Как говорится, подаешь инициативу, действуй. Конечно, нужно. Миротворец сайт называется. Конечно, нужно. Действуй. Так, ох, усім Витянечка, братья. Приветствую, ох. Дякую. Так, Владимир Мостовой, сайт Миротворец, правильно. Ассаламу клейку, Аслан, говорит, ох. Валейкум салам, ох. Так, Кинг Шульц, Аслан, в 2003 году наши маджахеды захватили Зеленоводское ТВ-студию. Практически всю ночь мы смотрели видео с Масхадовым и Басаевым. А я, по-моему, помню этот случай, когда там наши захватили. Я, по-моему, помню это дело. Так, так.
Ну, я тогда был еще, но я помню эту историю, и потом русские очень искали. Такая передвижная автомобиль такой был, было дело. Маждада, Лужкову был поставлен выбор: вывод наворованного капитала и оставить пост или полный разгром Сечи. Да, возможно. Там, знаете, у Лужка как получилось, у этого преступника. Когда Медведев был президентом, он тогда еще письмо ему написал, и, видимо, они попробовали Медведева подбить. Надо понимать, что если мы бы это подбивали, нас бы всех уничтожили бы, если мы Медведева подбивали на это. Но так как это все гибнюки, то у них между собой там все нормально, там, там распределение идет и как-то лез. И на тот момент Медведев был президентом, и они попробовали, ну, Медведеву сказать: вот ты будешь президентом, давай, давай. Но вот Медведев не решился и как бы слил Лужкова Путину. Ну и Лужкову пришлось покинуть свой пост. Он еще там такое письмо написал, где подписал там: честь имею. Какая у Лужкова может быть честь? Это преступник, это мерзавец и подонок. Так. Так, я перемотаю. Так, чужие деньги. Аслан, зеленое знамя должно быть посередине. Да, чужие деньги. Ты, кстати, можешь то же самое у себя сделать. И посередине сделать. Так, какова ваша позиция по поводу израильско-палестинского конфликта, Руслан Абудов? Никакой у меня позиции по этому поводу. У меня есть своя позиция, но сейчас я ее не буду обсуждать. Так, The Cranberries. Это не автомобиль был, они захватили местную ТВ-контору, призвали не стучать, не предавать и показали ролик про войну. Я видел это видео давно. Ну, может быть, я просто помню, что также была захвачена передвижная вот эта таблетка, по-моему, машина, где было телевидение. Так. Так, Анзорино, Сенцов, Цаборзию, говорит Сенцов, Волк. Да, кстати, я бы хотел бы обратиться к Сенцову. Я бы хотел бы обратиться к Сенцову. Когда Сенцова захватили, там и других был суд, мы очень переживали по этому поводу и выходили на митинги. Мы проводили митинги с украинскими активистами здесь, в Гамбурге, проводили, ездили в Берлин, когда украинцы нас звали, сообщали об этом, приезжали. И я бы хотел бы обратиться к Сенцову, Олегу Сенцову. Олег, когда вы сидели, мы еще подписывали вам письмо, где я лично призывал вас прекратить голодовку, чтобы вы не погибли, потому что ваша смерть не дала бы ничего. Сегодня вы живы, выступаете в Европарламенте и доносите до людей правду. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы стоите на позиции защиты своей страны. Вы, выступая в Европарламенте, говорили о том, что сотни украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах. Я хотел бы к вам обратиться и попросить у вас говорить не только о сотнях украинских политзаключенных, но и о тысячах, десятках тысяч, более 26 тысяч, 25-26 тысяч чеченцев незаконно осуждены, томятся, уже кто-то вышел, кто-то погиб в этой тюрьме. Я прошу вас, Олег, распространять и эту ситуацию. Я сейчас в Фейсбуке везде забанен, я обязательно, когда меня разбанят, обязательно попытаюсь с вами связаться. Прошу не забывать чеченскую сторону. Всех украинцев прошу не забывать всегда этот вопрос. То преступление, которое совершено над нами, это самое кровавое, самое массовое преступление, которое совершила путинская Россия, путинская, КГБшная, ельциновская Россия за вот этот период времени. Прошу вас всех не забывать, вам не сложно напомнить об этом, а это очень важно. Мы должны друг другу вместе помогать, мы должны друг с другом взаимодействовать, и как бы только сообща мы можем победить вот этого монстра. Так.
Так. Так, вот тут еврей пишет, в Израиле второй государственный язык это арабский, и выше миллиона арабов живут. Чинхо, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Дометиев, действительно, вы очень правы, надо говорить про всех, кого держат за стенках режим Путина. Совершенно верно, Дометиев. Николай Жулин, добрый вечер, Аслан. Здравствуйте, Николай. Так, поехали дальше. Какую роль сыграл Березовский в чеченской войне? ТОР-57 и так далее. Ну, во-первых, это не чеченская война, это не чеченская, это русско-чеченская война. Или если вы не можете произносить это так длинно для вас или писать, то уж тогда пишите античеченская война. Это ни в коем случае не чеченская война. Чеченская война, она была бы, если чеченцы воевали с чеченцами, если это была бы гражданская война. На нас напала Россия, взорвав своих же граждан, убив 307 русских. Это только вот во время взрывов, которые были в Москве, в Волгодонске и в Буйнакске. Ну, были же, мы все прекрасно помним, захваты самолетов, подрывы неизвестно кого. При попытке там взрыва тогда маршрутки взрывались, троллейбусы взрывались. Был один террорист, офицер ФСБ или майор, по-моему, ФСБ, или ГРУ, я могу ошибаться, из банды Лазовского, который при закладке произошла детонация и он подорвался. И об этом потом быстренько закрыли. Поэтому это не чеченская война, а русско-чеченская война, или российско-чеченская война, или античеченская война. Что сделал Березовский? Я не знаю, что сделал Березовский, но Березовский всячески там пытался где-то что-то там поиметь. Так, как найти? Аслан, ты же понимаешь, ну и как и сказал вчера Закаев, что Западу не выгоден распад Рашки, а Ванька не бунтует, больше вариантов я не вижу. Что делать? Если не хочешь читать этот пост, я не в обиде. Вот я прочитал, поэтому у тебя не будет повода вообще обижаться. Да, я полностью согласен, то, что говорит Ахмед Закаев. Но, знаете, ситуация какая? Да, все очень не очень хорошо. Западу невыгодно, чтобы распалась Россия. Но, с другой стороны, Запад должен понимать, что если Россия останется в том виде, в котором она есть, она не даст жить свободно. Россия – это сегодняшний режим, это раковая опухоль. И они будут постоянно проводить какие-нибудь там диверсии против врагов. Так как, смотрите, почему это будет? Не потому, что там просто они не могут, хотя они работают на сатану, и я уверен, они будут делать даже без какой-либо выгоды. Но какая-то выгода все-таки должна быть, да, присутствовать для этого развития, потому что людей, которые будут посылать на убийство, на смерть и так далее, эти люди должны какую-то идею иметь для чего-то, ради великой России какой-нибудь. Так вот, они захватили власть, они захватили все недра, и они управляют Россией. И народ, который находится, он с каждым годом будет нищать. Когда он будет, этот народ, нищать, там два варианта. Или они должны сказать, все, у нас нормальная демократическая страна и так далее, и в европейских институтах нас принимают. Что они не могут сделать по определению, потому что они преступники и будут за это нести наказание. Да? Тот же Слободан Милошевич, тот же Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн были наказаны, казнены, убиты, погибли в тюрьме, как Слободан Милошевич, за меньшие преступления, намного меньшие преступления. Да? Они не убивали сотни тысяч людей и своих же граждан взрывая. Ну, хотя своих граждан они тоже убивали. Например, тот же Саддам Хусейн травил курдов газом. Так вот, если вот эта ситуация будет развиваться, то они могут захватить власть и не могут ее отпустить. Они не могут стать правовой демократической страной. Правовым государством они стать не могут. Все.
этот вариант отпадает. Остается вариант, то, что они вот сейчас узурпировали власть и устанавливают вот диктатуру. Далее, что им придется делать? Когда они установили эту диктатуру, то этот народ должен какую-то идею куда-то двигаться. И если они будут вообще не развиваться, да, как этот Путин говорит, пускай американцы научатся добывать эту там сланцевый газ, и мы у них там цап-царап, то есть украдем. Если он это делает, то для этого развития, то им, чтобы страна вообще не отстала, потому что если они так сильно отстанут от Запада, то их можно будет там какими-то новыми технологиями просто уничтожить. Да? Идет там Путин домой, там пролетает рой каких-нибудь там маленьких там летящих там пуль или взрывчаток, да, которых мы видим в интернете, показывают, и просто уничтожается там любой чиновник и так далее, и так далее. И нужно развиваться, нужно хоть как-то развиваться, ну, даже если ты остаешь на 10 лет, но не на 50 и не на 100 лет, он не может остаться там в каменном веке, там, с луками, стрелами, когда есть там автоматы, там, ракеты и так далее. Поэтому, конечно же, им придется нападать на Запад, потому что у Запада технологии, у Запада сила, у Запада деньги, и Западу уже не отвертеться. И вот логическая цепочка. Запад, если, как бы он не хотел этого, ввязываться в это, чтобы Россия приходила в себя, то Западу придется для самосохранения, для защиты своих национальных интересов принимать какие-то меры. Можно закрыться и тихо, мирно там дать им гнить в этой России. Но опять же, они будут лезть, они будут искать повод, они будут где-то там кого-то убивать, где-то проводить террористические акты. Вот, например, недавно был проведен террористический акт, 2 года назад был террористический акт, и русский террорист взорвал футбольную команду Дортмунд-Боруссия. У меня нет ни малейшего сомнения, что этот человек был связан с ГРУ, с российскими спецслужбами. Он заложил 3 бомбы, въехал автобус в сопровождении полицейского и произвел 3 взрыва. Бомбы, конечно же, его научили делать, и нет сомнения, что он был связан с боевиками на Донбассе. Это мое мнение, и я не знаю, почему его не обвинили в терроризме и так далее. Он написал записку, что это исламское государство и так далее, и так далее. Это любимая тема вот этих ГРУшников, прикидываться там мусульманами или косить под мусульман. И вот так дискредитировать ислам в глазах мирового сообщества. Ну и таким образом еще проводить террористические акты. Поэтому это не первый террористический акт. Например, вот убийство Зелимхана Хангашвили. Это было запугивание Ангелы Меркель, которая приняла более 1 миллиона мусульман только с Сирии, с арабской страны. И после ее убийства цинично, нагло был организован, ГРУ убивает Зелимхана Хангашвили, и ГРУ же организовывает митинг перед администрацией Ангелы Меркель. И простые чеченцы, мусульмане выходят на этот митинг, и, веря, что они делают благое дело, выходят и голосуют, и митингуют. Поэтому это не закончится. Это не закончится там, на убийство Хангашвили или там, на подрыве Дортмунд-Боруссия футбольной команды, или там убийство Литвиненко, или еще каких-нибудь террористических актов. А найдутся какие-нибудь новые, там, психически неуравновешенные, больные, которых там скажут, вот там на Рождество иди взорвись, или там задави грузовиком или автобусом, и так далее, и так далее. Этому не будет конца. Они должны это понять. Когда мы говорили, Джохар Дудаев говорил в 95-м году, в 96-м, до своей смерти, в 93-м, 4-м, если вы считаете Чечня внутреннее дело России, то настанет время, когда Европа станет внутренним делом. Сегодня мы свидетели, этот день настал. В России, в Европе огромное количество агентуры, ГРУ, ФСБ и так далее, и других там разных организаций, российских террористов. И они не остановятся на этом. И нужно мобилизоваться. Они мобилизуются очень вяло, как-то думают, что они разговаривают с людьми.
Нет, никакого людского нет. Это людоеды, это режим людоедов. Если нам когда-то рассказывают, что Сталин убил миллионы, расстрелял, сгнобил там в тюрьмах людей, то это то же самое происходит, во-первых, сейчас над чеченским народом, такой эксперимент был, подготовка кадров, которые сейчас воюют в Украине, воевали в Грузии, сейчас в Сирии то же самое. Эти же летчики бомбят сейчас, которые нас бомбили, возвращались и очень много зарабатывали на нас, на нашей крови денег. Сейчас они то же самое делают в Сирии. То же самое они делают в Украине и будут продолжать делать. Так вот, для того, чтобы дальше это продолжалось, они будут прилагать усилия, а Западу нужно осознать, они осознают Западе, уже на Западе понимают, Америка это лучше всех поняла, другие страны тоже начинают это понимать, и они никуда не денутся. Они не смогут договориться с этими людоедами. И сталинский вот этот людоедский режим, который для нас кажется каким-то ужасным, этот режим путинский такой же, потому что эта же организация, эти же методы, эти же учебники, эти же академии, и эта же ситуация, которая развивалась, тогда повторяется сейчас. Просто сейчас Путин не убил 30% русских, как когда-то Путин убил 30% чеченцев. Путин, Ельцин, Гибня это убило. Когда в Украине вот эта война началась, и есть такой бандит и пособник террористического режима, депутат так называемый, Евгений, как же его, Федоров, да, который сказал, что, ну смотрите, говорит, это у него вырвалось, он много проводит вот этих своих разговоров, у него берут интервью постоянно, он каждый там 2-3 дня там выпускает по 1,5 часа видео. Вот этот Федоров сказал, ну вот смотрите, чеченцы же уходят на митинги, миллионный митинг тогда был, вот выгнали, ну опять как обычно соврали, конечно, было не миллион, но все бюджетники, школьники, студенты, бюджетники, все были согнаны на этот митинг. И говорит, смотрите, миллионный митинг в Чечне провели. Говорит, если в Украине уничтожить 20%, то есть от 40 миллионов, они собираются убить 8 миллионов украинцев, то украинцы тоже начнут выходить. И я не сомневаюсь, что это так и будет. Конечно же, когда у тебя убивают 20% людей, то в любом случае тебе придется подчиниться этой преступной террористической власти. И ничего хорошего это не сулит, когда есть интернет, когда есть свобода слова, мир изменился, а ситуация в России катится в обратном направлении. Поэтому, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но Запад, я думаю, все-таки проснется. Я очень на это надеюсь, и мы будем всячески будить этих западных разных чиновников. И я призываю всех присоединяться и распространять информацию, не молчать, не молчать. Жертв будет миллионы, миллионы будут жертв. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так, посмотрим. Так, Эд Мамедов задонатил. Баркала Эд. Салам, как думаешь, почему власти Украины выдают граждан Украины КГБ, а сейчас открывают рестораны в Украине, также ЖУР РФ, которые пропагандировали империю Российской Федерации, но при этом воюют за Украину. Чеченцев отправляют в Российскую Федерацию. Почему? Салам, Эд, салам. Я не до конца понял, смысл я понял твоего вопроса. Я хочу сказать, мы говорим, украинцы очень мудрый народ, да, украинцы мудрый народ и очень много мудрых, умных людей. Но у украинцев нет опыта, который есть у нас. Украинцам нужно как можно больше взаимодействовать с нами. Да, вот за эти 20 лет, 25 лет, между 20 лет, уже последние 5 лет, слава Богу, мы с украинцами сближаемся. И это, если нам не жить без славян, да, и нам никуда от славян не деться, так как они наши соседи, то пускай эти соседи наши будут украинцы, такие же свободолюбивые, такие же достойные люди, как, например, у нас живут на Кавказе. Украинцы, многие не понимают, что им грозит. Вот эти миллионы жертв, которые будут в первую очередь на украинцев. Вот 8 миллионов, как говорит как его, Федоров, они будут в
первую очередь за счет украинцев эти жертвы будут. В тюрьмы, в лагеря, расстрелы, это все будет. Поэтому украинцам надо объяснять и рассказывать. Потом украинцы расслабились. Украинцы думают, если они на фронте там отстояли, то все отлично. Нет, дорогие мои украинцы, это не так. Враг, он не только на фронте, они на фронте, на войне. Вы уже показали и вы убедились, что они не такие уж и воины. Они могут воевать обманом. Они могут дать коридор, расстрелять. Они дать слово офицера, убить, заложить бомбу, подорвать. Но самая возможность, самая результативность их преступной деятельности – это спецмероприятия, особенно телевидение, особенно вот эта пропаганда, которая ведется. Вам внедряются люди, которые, ну, они так Путина хаят, они становятся носителями, вот, выразителями общественного мнения. И общественное мнение, для того, чтобы вы к ним повернулись, чтобы вы понравились, они могут очень сильно хаять. Они будут хаять так, как вы даже не будете хаять вот эту путинскую бандитскую власть. И в конце концов вы будете, ну, как поверите, а он просто раз и повернет. Это очень сложная и такая трудоемкая работа. Но для этого у вас должны быть супер спецслужбы. Супер. Ваше СБУ должно работать. Вот, воевать вы умеете, вы это показали. Но вот теперь защищать мы, чеченцы, по большей части проиграли вот этим спецмероприятиям. Вот этим спецмероприятиям, потому что мы были очень наивны. Да, мы многое узнали, очень много узнали и готовы с вами делиться, готовы с вами обсуждать. Почему за это все время не проводится украинцами каких-нибудь круглых столов? Почему выдаются, вот как сейчас Эд Мамедов рассказывает, выдаются чеченцы, да? Вообще, как это возможно? С фронта тогда вызвали чеченца, ингуша, взяли и отдали на растерзание в Россию. И этому человеку просто сразу же были применены жесткие пытки. Да? Он находился в тяжелейшем состоянии и, вероятно, и сейчас также находится. Украинцев я призываю, да, всех украинцев призываю. Выходите, признавайте, например, нашу власть, наше правительство в экзиле. Признавайте геноцид. В 2004 году Европарламент принял резолюцию о признании геноцидом 1944 года. То, что нас под видом депортации попытались всех уничтожить. И так далее, и так далее. Я призываю украинцев перенимать наш опыт. То, что нам кажется в порядке вещей, для вас может казаться удивительно. Хотя вы тоже очень хорошо разбираетесь в ментальности русских, но некоторые вещи для вас будут шокированы. За 5 лет у вас, конечно, появился опыт, но не все так безоблачно, как кажется. И хотелось бы, чтобы вот ваше СБУ работало. Видимо, поэтому спецоперации, которые проводятся Россией, приводит к тому, что выдают наших людей. Так. Рихард Зорге, смешно вас слушать. Рад, Рихард, что тебе смешно. Николай Жулин, Россия напала на Украину. Россия напала на Украину? Это вопрос он задал Николаю. Так, Баба Чоли, Мансур Старый реально психически больной человек, и относиться к нему надо как к больному, а не драться или отвечать ему тем же его бредом. Я не считаю Мансура больным, конечно, человеком, но я слышал то, что была драка и на него напали. Я считаю, зулам дукой на самом деле, дешты, как это вообще прийти, подраться там и так далее. Он делал видео, я где-то видел видео, где Мансур Старый говорит про Абадиева. Например, я тоже считаю Абадиев провокатор. Ну давайте тогда придите и ко мне выяснять отношения. Я считаю, Абадиев просто провоцировал этот конфликт. Сейчас ребята, Ингушетии, когда были митинги, и женщина в том числе, сидят в тюрьме. Где митинги, где Абадиев, который призывал тогда, вот мы сейчас пойдем с войной на чеченцев. Где сейчас этот Абадиев? Надо проводить митинги и вытаскивать этих людей за то, что они высказали свое мнение, им дают сейчас сроки. И, конечно, российские вот эти
квази-оппозиционеры, там, Навальный и другие вот эти симулякры, имитаторы ГБшные, они, конечно же, говорят только за русских и за своих, за ингушей, там, им как-то все равно. Тогда ингуши должны об этом говорить. А то, что кто-то там распускает. Я не знаю всех, конечно, подробностей, за что там Мансур, что произошло там с Мансуром Старым. Я знаю, что видел видео, где он говорил, что речь не об ингушах. И если это так, то за Абадиева спрашивать нельзя. Надо спрашивать с Абадиева, который разделяет нас, чеченцев, ингушей. Так. Так. Дебора 001. Аслан, правительство Ичкерии планирует выдачу паспортов ЧР? У меня где-то там лежит паспорт Ичкерии. Мне уже выдали. Надо смотреть на сайте чеченpress.com. Там можно будет получить этот паспорт. Так, Антон Павлович, это российская война в Чечне. Так. Джахар Дуда, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Джахар. Эмин Закири, ВАДА запретила махать своей тряпкой на Олимпиаде. Да-да-да, Эмин. Да-да-да. Дай им все, ни стыда, ни совести. Ваша Дюссельдорфе, Вежашк, маршал Аллах, Чечега. Дюссельдорфе, Вежашк, салам, маршал, Дох. Так. Приветствую всех. Так, как можно передать сопротивленца врагу? Только смешно. Как можно передать сопротивленца врагу во время войны? Мне кажется, очень нездоровое, даже не знаю, как сказать. Да, это было преступление, чистой воды преступление. И виновен в этот был генеральный прокурор и Евгений Енин, который является замом генерального прокурора. И до сих пор, мне кажется, эти люди не наказаны. А значит, будут еще. Так. Так, Аслан Керимов. Мы дали свободу Азербайджане, Абхазии и до сих пор боремся за Украину. А Россию мы дали министру, депутату, генерала, героя. Думаю, что разумеется. Так, Маждада. За Мансура придется ответить, и эти черти ответят. Да, Маждада, может, надо будет выяснить этот вопрос, может быть, нужно будет выяснять, но ни в коем случае не ставить этот вопрос чечено-ингушский. Нету у чеченцев с ингушами никаких проблем, и у ингушей с чеченцами нет проблем. Если была драка, и надо просто разобраться и прийти к согласию. Мы живем в правовом государстве, живем в правовых государствах в Европе. И, конечно, должно решаться не силой кулаков, а все в рамках действующего законодательства. Так, салам маршал от Мухаммада, Антон Павлович, говорит. Маршал, говорит. Чеченцы, вьетнамцы, один народ, говорит. Так, что это с тобой, Маждада? Ассаламу алейкум, Хайнес Фишер, говорит. Ва алейкум салам. Почему Ходорковский? Сергей Барсигян говорит, Ходорковский, почему? Посмотрите, у меня здесь на канале есть это видео, вот я сейчас скинул его ссылку, можете посмотреть, я надеюсь, это видео. Можете посмотреть, и там будет ясно. Здесь же, сейчас в своем эфире, я тоже рассказывал про Ходорковского, который лично с оружием в руках готов убивать кавказцев. Просто Магомаду. Дело не в Мансуре уже. Дело в том, что это было сделано в присутствии его семьи. Да, Изарбалявал, Хуиль Мансур, Павла Боя. Целая толпа пришла к Мансуру. Ну, надо разбираться все в рамках закона, ребят. Ни в коем случае никаких там горячих, чтобы не было. Понял, Маждат, все ясно. Так, вы можете посмотреть, я скинул ссылку, это та ссылка.
Кавказский волк бывает без толпы ходит. Да. Все в рамках закона делать. Так. Акула Мансур, это Сюли, он попутал наши понятия со своими Сюли понятиями, материл весь ингушский народ. Бадайдич, и дня не исляцу, цахайзацу, Бадайдич, материть весь ингушский народ. Давайте сейчас не будем обсуждать эту тему. Да, Эзербаля Вахуль Мансур, я считаю, что, я его видел, он говорил именно про Абадиева, вот я вот так слышал. Может, он что-то говорил. Так, Чече, Аслан, что думаешь? Что душаешь? Чече, я не знаю, о чем ты. О, имагазду, акула. Давай цедуицой. Дел алфердец, но гавазу доршан муэду. Ага. Давайте вот цедуицой инте. Цедуицой. Гавазу доршан цаэлла бог. Все, короче, гейнду ушле. Сумца хезбадыдич цуулш. Алфердец шалерт аула. Мансур Старый уже кровным местем объявил бог цу. Дела. Ай, елки-палки. Короче, давай цадуицой из, я думаю, не будем нагнетать это не будем нагнетать, второе. Так, Аслан, что думаешь насчет постоянного задержания колдунов Ичкерии? Кадыров боится шифровый адрес. Я не знаю, вот они борются с колдунами, а на самом деле я не могу понять. Колдуны в исламе, да, запрещены, но российским законодательством они не запрещены. Опять же, у Путина, например, и вот его банды, кодлы на самом верху российской иерархии власти есть люди, которые там шаманы, они там чуть ли там в Сибирь летают к шаманам, в Африку летают, с Африки привозят этих шаманов. А Кадыров, который любит Путина, который ему там поклоняется, он ловит вот этих мелких там этих. И я думаю, что шишка своя, шишк бог, я вот до конца не знаю вот этого вот термина, что значит шишк. Что бы Кадыр не делал, то, что он сделал, это он уже сделал, там ему уже без вариантов. Султан, ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум салам. Так, Маулют Алтынташ. Аслан, что можешь сказать про блогера Вячеслава Мальцева? Маулют, я не знаю. Я знаю, что Мальцев много очень говорит, эти блогеры, и будучи сам, вот, ведя эту блогерскую деятельность, при всем при этом, я очень с настороженностью в последнее время отношусь ко всем блогерам. Также я очень настороженно отношусь, например, вот этому ярому, таким честному Айдеру Муждабаеву, который был МК. МК это ГРУшная газета. Почему я понял, что это ГРУшная газета? Потому что это была единственная газета, которая, когда давили вот этих братьев Ямадаевых, разрешила этому Исею Ямадаеву просить тогда Путина, Медведев был президентом, просить его там не убивать, его за что я должен умирать, там он чуть ли взывал к Медведеву, чтобы его не убивали, когда убили Сулима, Руслана, когда Кадыров просто катком пытался прошелся по ним, по этой семейке преступников и предателей. И я тогда понял, за все это время я постоянно ездил там, в метро, на работу, домой, и покупал новую газету, когда еще была и Анна Степановна Политковская жива. И чтобы смотреть, что пишет, она такая объемная, и там много информации было, читал вот это «Московский комсомолец», МК. Оказывается, Айдер Муждабаев был очень большим чиновником, чуть ли не вторым или третьим лицом в этой газетенке. А это чисто грушная или ФСБшная, других средств массовой информации нет, еще с советских времен этот МК существует. И тут он приезжает и яростно сопротивляется. Там
Ну, вещи, конечно, называют своими именами, все правильно он говорит, но я не доверяю. Также я не доверяю Вячеславу Мальцеву, например. Не доверяю. Вот Чечня не Россия. Мальцев такой же системный, как и Навальный. Мне тоже кажется. Majdariston g'ilg'ab g'o'shqa cho'rtdi отчуах царолик щукыш. Вот цу яздештег про ногчи дики ужас. Сумца хиза мансус. Цэ доцу полш. Элляхтер эльчун дюхал эллахцу. Короче, чубет бьестя. Це бьез маждада, це бьез. А я гала сайта и в канал Ласун Хаза идущий, я его не смотрел. Но я как-то нарвался вот на эту группу людей. Просто мне было стыдно читать сердце, что я здесь штык. غلاخ وليلادات إنخ يقول وين يقع دق ترول ششون وين يقع دول زلم دشون شيديلي بايمردش شاش نوخشي دلا شاش غلغا دلا شنو ما خاي وي تقام دويا وي تعويجري دويا عندي نينا حدا يقام دوي ما خاي تحموت دويش نام دوي وي не поддавайтесь цан غلغا نوخشن ألير ألي غلغاشن أشما أل цан нохчу голгачун алли голгаш дин нохчу голгачун дин нохчу ма микш дать му союкли давейлер союкли я просто не смог с минут уж там сидит кто-то под ником и там такие вещи говорит, это просто оскорбительнейшие вещи про чеченцев. Я почитал это, попробовал там возразить что-то и понял, что просто бесполезно, там просто или клиника, или идет целенаправленное разделение между нами идет. Я это знаю, что мы, ингуши, это братья, и никто никогда нас не разделит. И какой-то там неизвестный человек сидит, несет бред, допустим, и я должен сказать, о, я дальше ищу. Я не могу сказать, если я говорю на ингуше, я говорю на чеченцев, потому что уай цак амду, уай цандеяна хадой наду. Уай даиш мули или на эгергалу, дудаевси эушевси мули или на эгергалу, уай президент. Му эльдой. Сюда сделали, просто войнюка, нас хотят разделить. Когда нас разделят, с нами можно делать все, что угодно. Мадир далиш, детиши, маалиш, ха'алля, милу конкретно, цуньо эл, ну нельзя говорить, но все му эльдой. Галгаш нохчен му эльдой. Галгаш шин ок нохчен эл. Нохч му эльдой, галгашен. Нохчичу галгашен эл. Галгаш шин ок нохчичу. Цу галгашен. Это же простые вещи. Мы должны понимать, что и есть неадекватные, и есть тролли, и есть специальные люди, которые платят деньги, которые конкретно ведут работу над этим. И я на себе испытал, как на меня здесь атаковали. У меня списываются эти лайки, слетают подписчики, там, и бред, как под копирку идет, атака идет. И против нас мы единый народ, мы должны, не только ногчи, голова, не только чеченцы и ингуши, все Кавказ, мы кавказская нация, и грузины, и все остальные, и осетины, мы все один единый народ. Мы будем жить в своем европейском Кавказском союзе. Да, ну, нам ни в коем случае нельзя поддаваться на это. Переживем и это, говорит, Вильгас Инкульта. Да, мула. Николай Жулин. Аслан, вы лично знакомы с Тимуром Муцраем? Нет, Николай, я не знаком. Елена Орлова, мы есть Кавказ, совершенно верно. Аслан Керимов, на провокации и пропаганду не поддаваться, совершенно верно. Леди 1974, Аслан, ты настоящий понял, ногчи и так далее, война, ДРС, леди. Чече, Аслан, скажи насчет бывшего мэра Аргуна, Пер Ардек Алдак Азвайля Ахинц. У меня по моей информации его должны были уничтожить, или же был уже уничтожен. Ну вот был сейчас недавно такой спектакль под названием «Суд», российский суд во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Туда привезли человека в мешке на голове, и как бы якобы это был вот этот Аргун, мэр Аргуна. Но Цахасу, я не знаю, я не могу сказать, что там дальше.
Лан-Ин, информационная война. Да, совершенно верно, Лан-Ин. Войн против нас ведется конкретная работа, а мы поддаемся на это. Ни в коем случае. Я лично не поддамся на это. Я скажу на ингуша, я скажу на чеченца. Я не могу сказать на чеченца. Я могу на конкретного чеченца сказать, что он работает на российские спецслужбы, что он подонок, что он мерзавец, если такое имеется. Но я не могу сказать там на всех чеченцев. Это как будто мазохизм какой-то. Так, Аслан, ты правильно говоришь. Хорошо, что вы понимаете. Распространяйте это. Специально для нас слова имеют большое значение. Мы очень-очень реагируем на эти слова. Мы должны понимать, что здесь, зная наш менталитет, здесь могут что угодно писать. Понимаете? Все, что угодно писать. Поэтому мы должны понимать, что мы не должны поддаваться на эти провокации. Так, Маждада, мэр Аргуна из Ямадаевской гвардии. Да, я слышал, но это не Ямадаевская гвардия, надо понимать. Это ГРУ. Например, Ингушетия была под контролем Зязикова. Это генерал ФСБ. Или там, кто он там? Он ФСБшник. Зязиков не справился, да, как его Аушев называл, говорил, что он просто трус. Видимо, он не смог совладать там, как следует там, справляться. И тогда назначили Евкурова. Это ГРУ, это военные. И вот они между собой делят. Конечно же, лакомые куски, большие куски достаются ФСБ. Это главная организация. А есть ГРУ, которые также тоже, они себя позиционируют такими убийцами, такими крутыми парнями и так далее. И в Ингушетии был Евкуров. Чечня под контролем ФСБ, непосредственно Путина. Там у нас во временно оккупированной нашей стране находятся нефтяные вот эти скважины, они принадлежат Путину, Сечину, это Путин, Роснефть, банки, Россельхозбанк, в народе Росколхозбанк, это Патрушев, да, тоже ФСБшник. И там Путин, вот они контролируют эту ситуацию. И на самом деле большие потери, всю трудную работу выполняет военный ГРУ. ФСБшники, как обычно, только контролируют там, и чужими руками загребают каштаны из огня. И постоянно идет вот эта дележка. Дележка, конфронтация там, и так далее. Конечно же, они из одной команды, они служат одной стране там, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя служат они бабкам. И идейных среди них очень мало. И вот постоянно идет вот этот дележ, который между ними происходит. И нету Ямадаевской гвардии. Он, наверное, относился к этим Ямадаевским, а есть грушные военные. И они сейчас задавлены ФСБшниками в лице Кадырова, который является агентом Путина, там, его марионеткой. И они ими задавлены. И это произошло. Хотя это, опять же, не мешает ФСБшникам и ГРУшникам объединяться и делать какие-то свои дела совместно, да, там, объединяться, что-то делать. Видимо, Аптел Лаудинов тоже является из этой банды ГРУ, который тоже завербован, и его подняли там до генерала. И так далее, и так далее. И вот они здесь сейчас пытаются намутить воду, чтобы взять под контроль, потому что Кадыров Рамзан устроил очень плохую власть. Давайте посмотрим, что устроил тогда Ямадаевы. Ямадаевы точно так же убивали людей, сжигали их на покрышках, сбрасывали, например, помните, Арсамаковы, или Арсамиковы, которые там в Питере были, в Питере жили. Их двух братьев они украли, сожгли и сбрасывали их останки в воду. И так далее, и так далее. Поэтому для нас разницы нет. Просто они между собой пытаются что-то поделить, что-то захватить, и все. И этот Тимирбаев, этот Ибрагим, Ибрагим, да, мэр Аргуна, это такой же российский преступник, который на своей крови своего народа пытается разбогатеть. Но получилось так, как получилось. Все деньги, все, что он нажил, у него сейчас все отобрали. И теперь и честь забрана, и жизнь забрана, и все, что он делал с другими людьми, теперь делают над ним. И это для думающих людей это отличный пример. Если ты незаконник, ты беззаконник, ты творишь над людьми, рано или поздно будут творить с тобой то же самое. И то же самое ждет тех, кто сейчас творит над этим мэром Аргуна.
Тот, кто творили, или там над другими, которые творили, убивали людей, убивают людей, то же самое будет и с ними. Без сомнения. Так, поехали дальше. Так, Адам, какие меры готовятся в ответ на арест двух чеченских тинейджеров в Страсбурге за то, что они поднимали указательный палец, делая селфи на центральной площади? Адам, я не знаю, какие меры готовятся. Если ты знаешь в курсе всего этого, то ты можешь тоже принять какие-нибудь меры, провести какой-нибудь митинг, акцию перед, например, если ты не в Париже, ну, не во Франции, то перед посольством Франции ты можешь прийти и какую-нибудь изобрести какую-нибудь там умную какую-нибудь мысль, идею подать и провести и распространять что-нибудь сделать для того, чтобы привлечь к этой проблеме. Я, например, тоже поднимаю палец, и я считаю, что нет Бога, кроме Бога, нет Аллаха, кроме Аллаха. Что это значит, что есть один Бог. И это не значит, что я являюсь радикалом. Наоборот, я очень сильно веду разъяснительную работу, чтобы люди не становились радикалами. Но поднять палец вот так, и за это тебя привлекают к ответственности какой-то, но это даже в России до этого не додумывается. Ну, я не знаю всех деталей, всех тонкостей. Я вначале не поверил в это. Я просто не поверил. Как это так? Если какие-то молодежь подняла палец. Я поднимаю этот палец и говорю, что нет Бога, кроме Бога. Я верующий человек, я считаю, что Бог один, Бог един. Как все конфессии в мире это говорят. И иудаизм, и христианство, и ислам. Я не знаю, за что и можно было задержать. Может, раздувается какая-нибудь тема. У меня в голове не укладывается, как такое возможно. А так надо привлекать внимание. Ну, конечно, надо сперва разобраться, насколько это достоверная информация. Потому что вбросы бывают, и мы уже знаем, что разного толка бывают вбросы. Как найти? Ямадаева в Гудермесе в начале Второй войны подставили группу Темлой. Это не забыто. Да, Алла, ничего не забыто, ничто не прощено. Все должно быть привлечено к ответственности в рамках международного права. Чече, Аслан, Диварду, телеграм-канал, Колыч, телеграм-канал, телеграм, это ГБшная тема. Никому не советую, ни в коем случае, ничем пользоваться, что изобрел Дуров. Ни ВКонтакте, ни Телеграм, ни остальной вот этот бред. И для своей безопасности я призываю никому не только не пользоваться там, даже не скачивать эту программу. Как только вы скачали, вам 100% может быть занесен вирус. Если же даже он сразу не заносится, потом, когда происходит обновление этих программ, а вы где-то на каких-то определенных ресурсах пользуетесь там активно и пишете какие-нибудь комментарии, которые могут вызвать, то вас просто фиксирует. И в следующий раз, когда вы устанавливаете эту программу, эта программа просто выбирает тех людей, которые бывают на определенных там страницах, на этих каналах, так называемых. Я даже не знаю, как это выглядит, этот телеграм-канал. Я его не устанавливаю, никогда не установлю. Никогда, ни в коем случае. Я всех призываю этого не делать. Не верьте, не верьте, не ведитесь. Все, кто устанавливает эти телеграм-каналы и оттуда вещает, это гибнюки. Запомните это раз и навсегда. И это не значит, что все, кто не знает, занимается, а вот кто вот пытается вещать оттуда. Есть Facebook, почему не пользоваться Фейсбуком? Есть Инстаграм, почему не пользоваться Инстаграмом? Все те же функции там, все имеется, почему же не пользоваться? Если вы хотите доносить информацию, пользуйтесь Facebook. Всем известно, что это американская социальная сеть. Почему Telegram? Ну просто задумайтесь. Это бред просто. Ни в коем случае не устанавливайте, никому не советую. Так, Аслан, так, Ингушев. Абадиев написал эту чушь давно, во время Дудаева. Он много раз говорил, что писал это в ответ на Умхаева. И тех пор он ничего плохого про чеченцев не говорил. Пусть скажет, тогда увидите, что мы скажем. Ладно, витерва из этого. Надо лишь воебашт бабиз, воец авежи иду.
Так, Герман Крассер. Аслан, как ты относишься к Адольфу Гитлеру? Как к преступнику и убийце. Как еще к нему относиться? Так. Так, Елена Орлова. За такие мелочи в цивилизованных странах не арестовывают. Бред. Возможно, там было что-то другое, если, конечно, был данный инцидент. Да, скорее, я тоже как-то очень странно к этому отношусь. Там говорят, что поднять палец это ИГИЛ. Этот палец, я помню, поднимался еще до того, как был ИГИЛ. Давным-давно этот палец поднимался. Это значит, что Бог один, значит. Вот они говорят, что Бог один. В этом ничего нет. И христианин так скажет, или иудей так скажет, да, Бог один. Потому что мы в это верим. Это в наших писаниях так написано. Лам-лам, нет Бога, кроме Бога. Да, это тебе не смешно, ты просто немного не образован, лам-лам. Нет Бога, кроме Бога, это значит нет единого, кроме единого Бога, это значит. А как будет по-арабски нет, нет Бога, кроме Бога? Но сам задумайся просто. Это нам специально так преподносится, чтобы нас разделить, что нет Бога, кроме Аллаха. Нет, в исламе говорится, нет Бога, кроме одного единого Бога. И Мухаммед его пророк, что Мухаммед посланник его. И также и Иисус Христос, Иса пророк признается, Моисей, Муса пророк признается исламом. Потому что Мухаммад пророк, да, является последним из пророков по учениям ислама. Поэтому как будет по-арабски нет Бога, кроме Аллаха? Как ты скажешь? Нет Аллаха, кроме Аллаха, ты скажешь. Правильно, если перевести? Потому что Бог по-арабски это Аллах. Вы немного не образованы и начинаете вот просто штампами говорить. Нет, это не так. Чечня не Россия. Аслан, ты ошибаешься. Навальный говорит, что ему не нравятся люди, которые поднимают палец. Навальный это исламофоб. Это марионетка Кремля, ФСБ. И исламофоб Навальный, который категорически против того, что который палец поднимает, который там хиджаб одевает, там женщины мусульманские, ходит на русские марши. О чем с ним можно говорить? Это исламофоб, он не друг чеченцев, он ненавидит чеченцев, он ненавидит мусульман, он ненавидит чеченцев. Так. Да, Давам говорит, в банде ИГИЛ также молится. Ну что, теперь в тюрьму сажать всех тех, кто молится? Или, например, кто-то, кто говорит Альхамду лилlah или Аллаху Акбар, слава Богу, да, Аллах велик, например, Бог велик говорит, Аллаху Акбар. Но я видел, как христиане, арабы, говорят Аллах Акбар, Аллаху Акбар, или Альхамду лилlah они говорят, да, или там Иншаллах говорят, там, слава Богу, там, и так далее. Ну что, теперь и христиан тогда сажать, только потому что они по-арабски так говорят. Аллаху Акбар на иврите будет Элохим Гибор, Игорь Микеладзе. О, надо запомнить. Так, поехали дальше. Так, давайте перемотаю. Ингушо, Баркаламут. Дерейс Масер Бохкалва да, это Бохкалб. Так. Аслан Керимов. Прошло столько времени, как говорят о шейхе Мансуре Алибеке, об Абреке Зелимхане Харичойском, Хасухе Магаване. И сейчас они герои над. Вот так будут говорить народ о своих героях. А если предатели, то предатели будут предателями, Аслан Керимов. Совершенно верно.
Эдмомедов, Аслан, что ты думаешь по поводу Дерипаски, которые лишили гражданства Кипра? Я считаю, это очень хорошая новость, и надо всех их лишать гражданства. Всех надо лишать, всех их отправлять туда, арестовывать их средства, которые они нажили преступным путем, и так далее, и так далее. Я считаю, это очень хорошая новость. Надо всех их обкладывать и давить, давить и давить. Так, Ченхо, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, говорит. Ставьте лайки, кстати говоря, и подписывайтесь на реалити. Альберто Мужико, хинцам нах образованный, бац абош, кивальч, цамагал галвалла, ла илах илла ол швац, инис дац бах а европейчан томан. Цабарас Альберт, хинц حوال قل شو دوت قلشنا душу. Хинц хоч бусал вац бо хоч хинц ты зацепился за слово и теперь говоришь. Ас Аллага нет Бога, кроме Бога Бога. Аллах по-арабски нет Аллаха, кроме Аллах Бога, и по-арабски Бог. И Бог дуас. Хауэлла гл. Шо зюхалел, да, зюхли рум хадохи. Вот он там сказал Бог, что хасу милуцаха, провокатору, атила, волча. Забанится вот все это. Я бусал бы ати, ханис да ати, Бог. Европейчан, тома не. As уже бич бойтер бац, да, со киту речи, со донести до речи, шо кич да, кичем буднах, татил провокатор, шбу ю специально ю бахта, ю специально лиш мой, хаву там халат цен, со корзавак керчол. Волч от ила. Аслан, что, Елена Орлова, что вы думаете о внезапной странной смерти Исаева? Я не знаю, Елена, я знаю, что вот человек погиб, да, резко умер. Конечно, такое бывает. Возможно, я не знаю, почему случилось. Так, Кранберис. Да, если Масара нет Бога, кроме Аллаха, Олшхиль, зачем тебе от себя говорит нет Бога, кроме Бога? Масара Олш дег эльч дикоду означает одно и то же, но ты уже дал повод одному написать уже. Я повод никому не давал. Если какие-то провокаторы любят там где-то выискивать, там, насколько я мусульманин или нет, и защищать ислам, то я призываю этих мусульман, которые так рьяно защищают ислам, то защитить своих братьев-мусульман, которых убивают массово, а не сидеть мне тут писать. Это раз. Во-вторых, напишите мне по-арабски «нет Бога, кроме Бога». По-арабски как это звучит? Ответь на вопрос. Этот вопрос, я вот из-за этого вопроса ругался в Московском городском суде, потому что судья сказал, ну вы же говорите, что только ваш Бог есть Бог, а больше Бога нет. Он говорит, нет Бога, кроме Аллаха. Типа, других богов нет, или так я это, наверное, имелось в виду. А по-арабски просто скажите, по-арабски Бог это Аллах. Нет Бога, кроме Бога. Как сказать? Нет Аллаха, кроме Аллаха. Не так ли это? Что за глупости вы мне тут пишете? Так что, а то, что там вы там решили, повод кому-то я дал написать, ну это у нас свобода слова, пишите, пока мне это не надоест. Я думаю, Шоха тоже отправят обратно в Российскую Федерацию, Эдмомедов. Кто такой Шоха? Кто такой Шоха, Эдмомедов? Так, мы уже 1,5 часа почти говорим. Так, минутку и надо заканчивать. Кто может сказать слово Бог индейцу по-русски? Никто, ты скажешь индейцу по-индийски, не надо за слова цепляться. Так. Кранбери, зачем ругаться? Все говорят так и пытаться по-другому говорить. Зачем по-арабски искать? Зачем вдаваться в подробности? Ты на ровном месте шум поднял. Да это вы на ровном месте шум поднял. Я не буду говорить только потому, что все так говорят. Для меня есть логика, у меня есть разум.
Все так говорят. Нет Бога, кроме Аллаха. Нет Бога, кроме Бога, это значит. Аллах Бог ведь, правильно? Вы говорите все слова на русском и одно слово говорите на арабском. Где логика? Я просто не могу понять. Если вы говорите все слова по-русски, или если по-арабски, говорите все слова по-арабски. Не кажется ли, что это подмена понятий? Ла илляха илля Мухаммаду Расуллах. Вот это значит, нет Бога, кроме Аллаха. Правильно? Ла илляха илляллах. Ла илляха Аллах, илляха илляллах. Нет Аллаха, кроме Аллаха. Вот так ведь правильно? Мухаммаду Расуллах. Правильно? Лечи Альтман написал. Так, поехали дальше. Антон Павлович, правильно будет нет иного божества, кроме единого Бога. Но это да, это вот об этом и речь. Нет Бога, кроме Бога, если это кратко сказать. А то, что ты говоришь, это ты развернуто это говоришь, ты смысл доводишь до этого. Так, совершенно верно, так и есть. Нету иного божества, кроме единого Бога. Совершенно верно. Ла илляха илляллах. Чечня не Россия. Бакт что бусал бы, да, ваш что бусал набу, бакт. Так, Николай Жулин, Аслан, я смотрю ваш 4-й стрим и не могу никак понять, кто вы есть на самом деле. Или вы очень сильно умеете маскироваться, или вы реально человек, каких я давно не встречал. Да, время заканчивается. Все, я думаю, время закончилось. Удачи тебе во всем, Аслан, говорит Герман Кразер. Да, спасибо, взаимно. Так, Лам не отвечает. Что не отвечает? Пропустил, время закончилось, 1,5 часа. Я думаю, вам я уже надоел. Поэтому всем всего хорошего. Ассаламу алейкум. Всего хорошего, спокойной ночи. В понедельник 9 часов я буду очень надеяться, что у нас будет опять стрим. Всего хорошего. Спокойной ночи.